Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала «Умный город». С вами я, Елена Аргунова. В последние годы спорт инвалидов приобрел значительную известность и популярность. Проводятся многочисленные соревнования, чемпионаты Европы, мира, паралимпийские игры. Вот и в нашем городе совсем скоро пройдет долгожданный спортивный турнир. В последние годы спорт инвалидов в Республике Саха-Якутия приобрел значительную известность и популярность. Якутские спортсмены с инвалидностью активно выезжают на региональные, российские и международные соревнования по различным видам спорта. В этом году спортсменов ожидает еще одно яркое событие. 18 июля у нас будет проводиться республиканский турнир по легкой атлетике среди людей с инвалидностью «Sport Without Barriers». Этот турнир проводится с целью привлечения людей с инвалидностью к занятиям легкой атлетики и здоровому образу жизни. В программе у нас будут подразделены по категориям инвалидности. Это будут бег на 100 метров и 200 метров среди людей с ДЦП. Это класс Т-35-37. Среди людей с ампутацией верхней конечности Т-45-46. Гонки на коляске Т-51-54. Легкая атлетика для слепых. Это классы Т-11, Т-13. Спорт для слабослышащих и глухих людей. Это Deaflympic Program. В нашей республике проводятся многочисленные соревнования, спартакиады, турниры и чемпионаты людей с ограниченными возможностями по различным видам спорта. Но подразделение на категории по российским стандартам будет проводиться впервые. Организатор данного соревнования – региональная общественная организация инвалидов «Движение без барьеров». Возрастная категория от 16 лет и старше. Все желающие могут прийти, записаться. Хотелось бы, чтобы все кликнули, желающие пришли, приняли активное участие. Девушки, мужчины, парни, женщины. Такие соревнования необходимы нашей республике для привлечения людей с инвалидностью, чтобы люди с инвалидностью не сидели дома, не замыкались в себе, а вели активный образ жизни, занимались спортом и реализовывали себя в жизни. Я приглашаю вас на соревнования 18 июля. Будет интересно, там знакомиться можно, и у вас мотивация будет. Приходите. Не сидите дома, занимайтесь спортом, выходите на улицу, идите активно по жизни, ходите. Приходите, будем ждать, пусть победит сильнее. Многолетняя практика свидетельствует о высокой эффективности спорта в системе реабилитации людей с ограниченными возможностями. Физическая культура укрепляет не только мышцы, но и психологическое и моральное состояние человека. Занятия физической культурой и спортом нацелены на развитие самоконтроля, духа победы, закалку силы воли. Таким образом, можно сказать, что физкультура и спорт должны быть неотъемлемой частью жизни каждого человека. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Кинотеатр «Центральный» и интернет-журнал «Умный город» объявляют о старте первого республиканского конкурса любительских фильмов «Шорты». Работы принимаются до 1 июля 2014 года. Подробно о конкурсе вы можете узнать на сайте кинотеатра киноцентр.су и на сайте журнала iGorod.pro. Главный приз – профессиональная фотокамера Nikon. Работы всех победителей конкурса примут участие во втором Якутском международном кинофестивале. Генеральные партнеры – кинокомпания «Алмазфильм» и ювелирная фирма «Керге». Генеральный информационный партнер – газета «Якутск вечерний». На этом мы с вами прощаемся. Вы смотрели видеоверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.